Сегодня в гостях в нашей студии известный российский режиссер Дмитрий Акимов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей стране. Дмитрий, скажите, а кому пришла идея пригласить вас в качестве театрального режиссера в Абхазию и какой именно спектакль будет поставлен вами в Абхазском государственном молодежном театре? Здравствуйте. Меня пригласил Аслан Еник, это директор молодежного театра. Но изначально поступила рекомендация ему от режиссера Виктории Печерниковой, которая поставила уже в этом театре спектакль «Антигону». И вот мне Вика позвонила, сказала. И материал, который был озвучен Асланом, он сказал, что нам нужен материал, который будет направлен на молодежь. Актуальная тема. Актуальная какая-то драматургия нужна, современная. Я сначала предложил тему буллинга исследовать, то есть это тема травли в школе, потому что у меня уже был опыт постановки спектаклей на эту тему, и я как бы так или иначе себе представлял, как в этом ключе работать, как на эту тему беседовать со зрителем. Но Аслан предложил вообще для меня неожиданную тему постановки, на которую я никогда не работал. Только, возможно, со студентами Иркутского театрального училища я делал эскиз на эту тему. Как раз драматург был тот же самый, что и сейчас выбран нами для постановки. Это Василий Сигарев. «Божьи коровки возвращаются на землю». Там была тема наркомании. И сегодня... Одна из актуальных тем. Социально. Да. Я, пообщавшись с директором театра, уже находясь в Абхазии, пообщавшись с артистами театра, я действительно был удивлен и поражен тем, что насколько остро стоит эта проблема в стране. И вот предварительно мы выбрали, когда уже общались, материал «Семья Вурдалака», пьеса Василия Сигарева. Но назвали мы ее здесь уже, когда начали работать, иначе «Семья кровопийцы». Да, немножко видоизменения. Да, и это будет по мотивам пьесы Василия Сигарева, потому что мы дописали там некоторые сюжетные арки, потому что пьеса Василия Сигарева достаточно беспросветна, там все очень мрачно и заканчивается плохо, но в нашей истории мы идем к светлому финалу и будем говорить зрителю о том, что надежда есть на спасение в ситуации, когда так или иначе семья попадает в этот страшный, я бы сказал, страшный момент жизненных испытаний, когда кто-то начинает употреблять наркотики, и это действительно ужасно. И я был обрадован тем, что мне предложили поработать на эту тему, потому что я давно своих драматургов, коллег и режиссеров спрашиваю: ребята, кто-нибудь сейчас у нас в России ставит на тему, вот на эту тему животрепещущую, потому что она существует в России достаточно много людей, которые употребляют наркотики, много вообще как бы проблем с этим связано, особенно синтетические, среди молодежи они распространены. И вот для меня, как бы, конечно, и радостно, с одной стороны, в кавычках. Но это будет хороший опыт для вас, как мне кажется, и тем более, с учетом того, что вы впервые работаете в Абхазии, не знаю, бывали ли вы ранее в нашей стране? Я бывал, но просто проездом. Да, как в качестве туриста. И я думаю, что впоследствии, быть может, эта тема будет как-то перекликаться с вашей дальнейшей деятельностью уже в Российской Федерации. Может быть, но здесь интересный тот факт, что как спектакль может стать каким-то аккумулирующим элементом в социальной жизни Абхазии. Как он срезонирует? Вот, мне кажется, это очень важная будет история, потому что, как я знаю, нет в Абхазии реабилитационных центров. Да, может быть, как раз это сподвигнет к созданию их. Может быть, молодежь, которая придет на этот спектакль, задумается, и вообще какая-то пойдет социальная вообще инициатива. Такой очень правильный театра. Посыл с вашей стороны. Я думаю, что уверена, что спектакль будет интересен не только для наших зрителей, для наших жителей страны, но и также для гостей, которые непосредственно сейчас присутствуют в нашей стране в качестве туристов. Я думаю, что
нас ждет интересное зрелищное действие. Да, несмотря на то, что спектакль будет идти на абхазском языке, Да, там ну, будет да. всегда синхронный перевод, Это тоже что имеет- позволяет да, это и тоже там важно. туристам Да, расширить, да, да, расширить диапазон. аудиторию и как бы не ограничивать просмотр спектаклей лишь только для носителей языка. И это очень здорово, мне кажется. Это интересный момент, потому что я, приехав в Абхазию, и после приглашения, и как бы, когда мне сказали, что мы работаем на абхазском, я говорю, ну, замечательно, у меня уже есть опыт работы других постановок языках, да. постановок спектаклей на языках, которых я не знаю. Это татарский язык, это белорусский язык. Вот. И я когда пришел на спектакли театра, молодежного абхазского государственного театра, я думал, ну приду, сейчас буду смотреть спектакль, ничего не понимать, ну все равно что-то пойму, но перевод для меня не будет. И мне дают устройство. Так, чтобы было Я обрадовался, максимально- здорово, я буду смотреть спектакль как все и все понимать. Это замечательно, это здорово, что есть внимание к русскоязычному Безусловно, конечно. населению страны. Вот наш молодежный театр развивается в ногу со временем, и вы уже не первый режиссер из России, который работал в этом театре в качестве режиссера. Я думаю, что это очень хорошая такая тенденция для профессионального роста и развития. И еще бы хотелось бы сказать нашим зрителям, что вы также обладатель ряда наград и премий, были также номинированы на такую престижную премию, как «Золотая маска». Это как раз говорит о том, что ваш опыт, ваш стиль работы, он сейчас достаточно востребован не только в России, но и за пределами. И вот, исходя из вашей биографии, я бы хотела еще сделать акцент на таком моменте. Вы успешно практикуете две деятельности в профессии. Это и режиссерская деятельность, и немного педагогическая деятельность. Вот могли бы об этом рассказать? Быть может, в перспективе, если вдруг поступят предложения в нашей стране, дать какие-то мастер-классы, быть может, в одном театре, либо в другом, у нас их несколько. И как вы среагируете? Вы готовы принять такое предложение в качестве педагога? Ну, конечно, нет в этом ничего сложного. Как сочетаются эти два рода деятельности во мне, в одном? Ну, наверное, дружно, потому что одно другому помогает очень сильно. Например, когда ты приезжаешь в тот или иной театр и, ну, например, существует ситуация, когда ты даешь какую-то сложную задачу, а артист не сразу может ее взять. Тогда тут выступаешь в роли педагога, помогаешь. Но вам интересна эта практика, да? Это инструментарий. Это не больше. Да, один это из- как бы чем больше ты владеешь, чем большим количеством инструментов ты владеешь, тем Тем больше у лучше. тебя возможностей для достижения той или иной художественной задачи. Потому что, например, как бы та же моя изначально первая моя профессия, мое образование, точнее, не профессия. Это техническое самолет-вертолет-строение. И это Хотела тоже об этом как раз и сказать. эта профессия мне Удивительно тоже помогает. сочетаются у вас несколько специальностей, притом одна из которых творческая, другая абсолютно техническая. И ну, я впервые вижу человека, актера, режиссера, который владеет такими пограничными специальностями. И, быть может, это, я не знаю, может быть, родительские какие-то советы повлияли, либо у вас династия какая-то, которая непосредственно по технической линии, да, развивается. Можете рассказать? Ну, мне кажется, здесь в основе лежит романтическая составляющая этой профессии, потому что самолеты Да. летают в небе, красиво, там, романтика. Мечты. И мечты. И я в детстве делал модельки самолетов, ходил в авиамодельный кружок. Родители работали на авиационном заводе, поэтому как бы все привлекало меня к этой профессии, но потом я понял, что летать можно и в театре. Вы выбрали другой полет. Еще выше. А с точки зрения, как мне помогает это первое образование, ну, технология производства самолета, она, в принципе, чем-то схожа с технологией производства спектакля. Так или иначе, Да, из деталей, да. иногда приходится самому чертить чертежи, как, например, вот сейчас у нас случился небольшой казус в работе над спектаклем «Семья кровопийцы».
И я сказал директору, давай я начерчу чертежи для изготовления металлоконструкции декораций. В общем, и вот, пожалуйста, такой навык есть. Был еще у меня навык работать дизайнером, поэтому это тоже помогает. Все идет в копилку. Понимаете, приходит... Лишних знаний не бывает. Да. В эту профессию, как правило, приходят после какого-то определенного либо жизненного опыта, либо профессионального, что как правило, это распространено. Я не говорю, что это такая прям тотальная практика, что люди после второго высшего или приходят, или после прожитых каких-то жизненных событий. Нет, но так или иначе. Ну вот, бывает. опять же, если говорить об опыте, вот исходя, опять же, из вашей биографии, вы были актером театра Да. и кино в том числе, и все-таки сделали ставку на театр. Почему именно театр? Как вы можете это объяснить? Ой, ну, не знаю. Ну, театр вообще же это особый вид искусства, это Но это определенная, основа. да, Это основа все-таки. эмпатия, Это все-таки. базис какой-то. И так или иначе, кино и театр — это разные, Ипостаси, да. разные виды просто изобразительности, как сказать правильно, это искусство представления. Искусство да, представления, да, да. это разные как бы все-таки сферы деятельности. И ты в кино ты по-другому, как определенно себя как артист ведешь, в театре совершенно по-другому. Как и режиссура тоже совершенно отличается. Там главное фокус, объектив, как бы, и ты смотришь на эту историю через объектив и ее запечатляешь, ты ее сохраняешь в каком-то статичном виде, так или иначе. А театральное искусство, оно постоянно, оно живое, оно никогда не повторяется. То есть не бывает два одинаковых спектакля. Не бывает, Ну, просто это это невозможно. более живая картинка получается. Это живое такой живой искусство. организм. Это живое да, искусство. да. Мне, может быть, это интересно, но я не отвергаю киноискусство никаким образом. То есть, но вот так сложилась моя жизнь, что изначально я 10 лет прослужил в Иркутском академическом драматическом театре имени Николая Павловича Охлопкова артистом. Потом я стал режиссером. Потом стал заниматься уже руководящей должностью. Я руковожу театрами, такими как Черемховский драматический театр имени Гуркина, Томский театр юного зрителя. Если вот опять же говорим об Абхазии, вы погрузились в какую-то новую ментальную среду, совершенно другой народ. Как вам работается? Вот на первый взгляд, какое восприятие, какие ощущения? Мне очень нравится. Вы знаете, у Полунина, по-моему, есть в книге «Алхимия снежности», если я не ошибаюсь, или в других его изречениях, у Вячеслава Полунина, знаменитого клоуна. Он сказал, нужно работать только с теми, кого ты хочешь обнять. Значит, Вот, тепло душ какой-то, вот да? я всегда, стараюсь следовать этому принципу. У меня недавно была постановка в Канском драматическом театре, это Красноярский край. Там тоже не хотелось обнимать всех, с кем я работал. А здесь так тем более. Меня купают в гостеприимстве, любви, заботе, каком-то... Ну, с открытым сердцем люди работают. И как если ты живой и адекватный человек, как тебе это может не нравиться? Мне очень нравится. Я получаю удовольствие, несмотря на то, что мы ставим достаточно серьезную такую историю, которая достаточно жесткая драматургически. Буквально вчера мы делали прогон и пришли смотреть другие артисты театра, которые не участвуют в постановке, и они уже плачут. Ну, значит, В них попадает, но тронуло. при этом мы постоянно шутим, мы постоянно как-то проводим время репетиции в очень хорошем настроении. Это здорово. Знаете, когда говорят такую фразу: выберите себе дело по душе, и вам ни одного дня в жизни не придется работать. Да. Да. Вот я сейчас не работаю, я получаю удовольствие.
Я думаю, что вы со мной согласитесь, а молодежь в Абхазии, она очень талантлива, но, к сожалению, не всегда бывают возможности для реализации своих талантов. И вы как раз сейчас вовремя, и такой хороший пример для других режиссеров из России, которые могут приезжать в нашу страну работать и добиваться каких-то новых результатов, какого-то нового опыта в синтезе с нашими артистами, с нашими театрами. Я думаю, интересно будет как для России, так и для Абхазии, безусловно. Да. Знаете, самое главное, что коллектив молодежного государственного Открыт к диалогу. абхазского Да? театра, он открыт, и самое главное, ключевой элемент, как мне кажется, успеха этого театра, который грядет, и это желание артистов работать. И такая просто невероятная какая-то тяга к творчеству, к желанию создавать прекрасное и быть готовым к встрече со зрителем. А вот если немного поговорить, забегая вперед, о перспективах, планируете ли вы, может быть, сейчас у вас какие-то созрели новые идеи поработать не только с молодежным театром, но и с другими театрами в нашей стране? Может быть, Ну, во-первых, как бы... ну вы сейчас- открыты к сейчас диалогу, я, я конечно, думаю. Я, конечно, открыт, но я не думаю об этом. Я сейчас думаю о молодежном государственном абхазском театре. Ну, я думаю, что- я сейчас А. посвящен только им. Я сейчас думаю о них. Я хочу сделать хорошую работу. Я хочу, чтобы этот спектакль был успешным и чтобы на него приходили зрители. И я с удовольствием приглашаю зрителей посетить этот спектакль, потому что, мне кажется, это будет интересно. У нас в Абхазии существует государственный камерный оркестр. Я уже был на концерте. Да, Это тем было здорово. более. У нас великолепные солисты филармонии, и, быть может, как предложение, как вариант вы сможете рассмотреть какой-то такой совместный проект. Вот, Ну, Мне может кажется, быть, вообще мюзикл, может коллаборации, быть, да, коллаборации творческий такой какой-то они, тандем. они интересны всегда, и поэтому, опять же, инициатором этих коллабораций должен выступать прежде всего театр. Я как исполнитель или как человек, который может чем-то помочь, посоветовать или принять участие, я только с радостью буду участвовать в этих коллаборациях. И мне показалось, когда я сходил на концерт камерного Да, камерного оркестра государственного. филармонии, мне показалось, что вот эта потенция существует, чтобы соединять эту деятельность театра с филармонией, потому что какой прекрасный зал филармонии, какие прекрасные Ну, коллектив очень такой у нас. крепкий здание достаточно, театра, да. в котором играет молодежный абхазский государственный театр. Вот. Ну, вообще, то есть здесь все есть для того, чтобы заниматься творчеством, чтобы это Создавать искусство. Да. все развивалось, проводились лаборатории, фестивали. Господи, можно здесь провести международный какой-нибудь фестиваль, и все с удовольствием театры поедут, Это сами поедут. Тоже очень хорошая как Сами бы, поедут, идея. поедут я думаю. играть в достойно Абхазии, для и обсуждения. зритель придет, потому что сейчас вот вечером куда пойти? Ну, не на пляже. Ну, Не всё вообще, время вот на если пляже. вы заметили, наша страна очень богата на культурные события, особенно в летний период. У нас на всех наших культурных площадках проводятся мероприятия, и достаточно, как мне кажется, успешно. Поэтому я думаю, что Абхазия всегда открыта. Быть может, вы тоже, в свою очередь, какие-то предложения сможете выдвинуть уже непосредственно по театральному искусству. И, конечно же, мы все с нетерпением ждем премьеры вашего спектакля. Я думаю, что и зрители, и наши гости страны также примут участие и смогут лицезреть такое правильное, социально значимое театральное действие. И напоследок хотела бы, конечно же, услышать от вас пожелания для жителей нашей страны. Я хочу пожелать, чтобы театральное искусство в Абхазии, оно, конечно, развивалось активно, и чтобы театры вступали в коллаборации, чтобы театральное вот это пространство, оно ширилось и Межкультурный развивалось. диалог. был Да, такой, да, то есть чтобы люди любили театр и ходили туда, потому что где мы, как не в театре, можем безопасно для самих же себя испытать те эмоции, которые, может быть, сегодня
табуированные, где я могу спокойно поплакать. или посмотреть. Прочувствовать, да. И это же действительно очень важный психологический момент для человека, потому что мы живем в стрессе, мы куда-то бежим, постоянно мы все заняты. А в театр, придя, ты можешь на 2 часа отключиться и подключиться к другому человеку, который на сцене переживает, а зритель в зале будет сопереживать. Это невероятное как бы какое-то свойство нашей психики и нашей человеческой души, способность сопереживать. Так вот, Эмпатия, я хочу пожелать всем ходить в театр и позволять себе сопереживать, смеяться, плакать. Да. Пускай все это будет. Эмоции должны быть живыми. И тогда мир будет добрее, будет много всего хорошего. Спасибо вам, Дмитрий. Спасибо. Спасибо за беседу.